30 сентября в Абхазии отмечается один из главных и дорогих сердцу праздников – День Победы и независимости Республики Абхазия. Эта дата напоминает о героической и трагической странице в истории страны – завершении Отечественной войны народа Абхазии, которая принесла народу свободу, но унесла тысячи жизней. В Галском районе, как и по всей республике, этот день прошел в особой торжественной атмосфере. С утра у мемориала собрались жители района, сотрудники администрации, школьники, педагоги и представители организаций. Несмотря на дождь, люди пришли, чтобы почтить память павших и выразить благодарность тем, кто отстоял независимость Родины. Гости из Тамбова и Ярославля, прибывшие в Абхазию, вместе с местными жителями возложили цветы и почтили минутой молчания память героев. Ахатаимя, изнысыз хабас шамшава, шакаламла, турыханызда, шишипсала гумшара зырпшва. Амта ясна, я ханза, я чуша сердца кашара. Хазарала, гумшарала, уландала шалая зазга. Шхазых нöchtaz, турых я нöchtaz, дирах я пыхтaz, я ламаташара. Купшва, рыблала шапшвейт, шипсхватоша, шапхато бахвейт. Шардамта, ачарамта яха, и хашта знахатзой. Сегодняшний день у нас 32-я годовщина Победы, это праздник. Он и правда и со слезами на глазах, и радость, и все смешанные чувства. Мы вспоминаем в этот день наших ушедших, наших погибших. Но надо делать все, чтобы войны никогда не повторялось. Надо делать все, чтобы все народы жили в мире и согласии.
на фоне того, что сейчас происходит во всем мире, правда, очень страшно становится. И мы должны, взрослые, сделать все, вот всегда взаимодействуем, никогда не смотрим ни на какую ни национальность, ни на вероисповедание. Мы все делаем так, чтобы все народы были в мире. Дай Бог, чтобы у нас у всех это получилось. После церемонии возложения цветов участники переместились в Дом культуры. Там состоялась торжественная часть, где с поздравительной речью выступил глава района. В своем обращении он отметил, что этот праздник объединяет поколения, напоминает о цене свободы и об ответственности за будущее страны. Дорогие ветераны, дорогие друзья, в этот день мы всей страной преклоняемся перед мужеством и силой духа нашего народа, как и перед теми, кто, оставив свой дом и семьи, отправился добровольцем защищать Абхазию. Благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к родине, любви к братским народам. Люди разных национальностей, вероисповеданий в те трагические дни сражались за каждый метр абхазской земли, отражая натиск врага. И сегодня, в этот священный день, чтобы разделить радость победы, с нами вновь наши друзья. В этой войне мы доказали, что только вместе мы должны достичь, казалось бы, невозможного. Только мир, дружба, а главное правда вершат истинную победу. Непроходящая боль зазывается в нас ужасы Ладской трагедии, январского, мартовского наступлений, муки жителей благодатного Творчала и многое, что пришлось пережить Абхазии. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чья жизнь отняла война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и близких. Скорбим о ветеранах, которые ушли вместе с нами. Прошу почтить минутой молчания память наших героев. Добрый день, товарищи, добрый день, гости, жители Гальского района. Поздравляю вас с праздником Днем Победы. 32 года тому назад закончилась грузино-абхазская война, длившая 413 дней, унесшая многие жизни детей и женщин, наших братьев, сестер. Но сегодня, слава Богу, таких войн в Абхазии больше нет и, наверное, больше и не будет. Пусть будет мир в каждом доме из вас. Гости из России также обратились к собравшимся с теплыми словами. В этот знаменательный день желаем всем жителям Республики Абхазия благополучия, счастья, процветания в вашей прекрасной родине. Пусть ваши сердца наполняются радостью и гордостью за вашу страну, достижения и успехи которой станут символом силы и независимости, а каждый житель Абхазии ощущает уверенность в завтрашнем дне. Всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы всегда рады видеть вас на нашей земле. Всех с праздником Победы! Особое внимание было уделено современным героям. Константин Пиля вручил удостоверение добровольца, ветерана СВО Анрику Зухбая. Подчеркнул, что подвиг защитников Отечества продолжается и сегодня, а связь поколений воинов и защитников Родины остается неразрывной. Он также передал удостоверение семье погибшего в ходе СВО Батала Бигвава. Как вы все знаете, в зоне СВО погиб Бигвава Батал Джоневич. Это друг, вместе воевали, вместе защищали. И вот я сегодня передам удостоверение для передачи семье посмертно. Такая у меня миссия. Спасибо. Для гостей и зрителей был показан мини-фильм «Хроники войны». Праздничную атмосферу украсили выступления творческих коллективов Галского района. Ансамбли «Мурзакан» и «Самурзакан» подготовили яркую концертную программу, наполненную национальными песнями и танцами.
Сегодня был прекрасный концерт коллективов районных и республиканских. Нам очень понравилось все, и считаем, что наши совместные отношения между городом Ярославлем и Галским районом необходимо развивать на уровне гуманитарных, социальных проектов, на уровне детских коллективов, культуры. Обязательно. Я благодарен тем, кто организовывал этот концерт. И, конечно, я в первую очередь благодарен, наверное, Константину Эдуардовичу за его предложение посетить этот праздник на территории города Гал. Еще раз, всем добра, процветания, здоровья. Мы вместе, вы прекрасный народ. И действительно, нам всегда было и есть, как идти по пути. Всех с праздником! Выступления создали ощущение единства и радости. Торжество прошло в теплой и душевной обстановке. День Победы и независимости – это не просто праздник, это символ силы, мужества и стойкости народа Абхазии, память о прошлом и уверенность в завтрашнем дне. Тея Басария, Борис Цацуа, Александр Хуторов, Гал Медиа.